Доброе утро. Программа «Салям» продолжает свою работу. Для тех, кто только проснулся и переключил на главный телеканал Республики, мы напомним, что сегодня среда, 27 октября. В студии Альбина Касимханова, Дмитрий Каретко. Переключил с чего, я боюсь спросить? У людей всегда 21-ю кнопку, всегда смотрят Прошу быстро. прощения. Мало. Так, уважаемые друзья, мы сходу окунаемся в мир больших событий. А все, что связано с Уфимским нефтяным, это, в принципе, большие события. Ты же понимаешь, я тебе как магистрант этого вуза говорю. Уфимский государственный нефтяной технический университет объявляет об открытии нового 4-го сезона школьного турнира «Цифровое поколение». Он состоится в формате онлайн в дни школьных каникул. Вот такой вот пресс-релиз. Мы сейчас эту тему будем разжевывать вместе с нашими гостями. Арсеном Акмановым, руководителем киберспортивного клуба УГНТУ. Не в каждом вузе, Альбин Фаритовна, есть киберспортивный клуб, я тебе скажу. И Арсен в компании с Антоном Глазковым, директором Центра профориентации и привлечения талантов. И мы сейчас выясним, как одно связано с другим. Доброго Антон, здравствуйте. утра. Доброе утро. Так, ну для начала давайте расскажем о том, что из себя будет представлять вот это событие, которое состоится совсем скоро. Данное событие мы проводим в 4-й раз. Вы верно отметили то, что это 4-й сезон, только в этот раз мы расширяем масштабы. И если до этого у нас цифровое поколение, это были исключительно школьники города Уфа, то сейчас мы выходим на Приволжский федеральный округ и подключаем еще Уральскую и Свердловскую область. А какие у вас могут быть ограничения? Вы же все в интернете. Ну, Вам не надо собирать, привозить, Я бы, знаешь, размещать, откуда кормить. эти имперские замашки? Уфы им уже мало. Ну вот. Ну, то есть вы же заявились о том, что вы приглашаете весь Приволжский федеральный округ участие в этом Да, конечно. спорте, можно же уже так сказать. Да. Да, в специальном спорте. Ну расскажите, как это вообще все происходит? Что это такое? Ну, это киберспортивный турнир по определенным дисциплинам среди ребят в возрасте от 14 до 17 лет, среди школьников. Так вот в чем интерес господина Глазкова. Да, вот здесь я и Это прокололся. будущее абитура. Это будущие абитуриенты, да. Абитуриенты всей России должны знать, что у нас есть наикрутейший киберспортивный клуб студенческий. Ребята асы в своем деле, регалий у них достаточно большое количество на всероссийском уровне. И это движение в нефтяном университете процветает, продвигается и растет. Ну, это... Извини, пожалуйста, я все-таки хочу спросить. То есть это ваши студенты, Это наши студенты. которые играют, и Да. вы это поддерживаете. Абсолютно. А кто это по специальности? Это студенты абсолютно разных факультетов. А учебе это не разных мешает, хочется спросить? Ну, первым делом, Вопросы конечно, задает мама, господа. Я сразу предупреждаю. я сразу понял, да. Первым делом это учеба, конечно. Ребята пришли для того, чтобы получить образование, и если они справляются с основной деятельностью, с обучением, и у них остается свободное время, вот здесь нефтяной университет готов Предложить предоставить массу разных вариантов. Альбина массу Фаритовна, разных. ты не современная мама. Потому что Спасибо. современные мамы, узнав, что сборная России выиграла турнир по Доте 2 и выиграла 18 миллионов долларов, передумали и решили, что пусть лучше на компьютере играет, чем ходит в институт. Вот сейчас я скажу, что все-таки я современная мама, то есть я знаю все эти игры, которые будут Вот эти ваши игрища. в чемпионате. Сама ни разу не пробовала, к своему стыду, надо будет все-таки надо изучить эту тему. В чем суть соревнований, расскажите. Какие дисциплины и как выявляется победитель, если в двух словах? Здесь я немножко подправлю. Это все-таки не дисциплина, а вида программы. Хорошо. Counter-Strike, Dota 2, Brawl Stars. О, Если... Я даже знаю эти названия, понимаете? Но если Counter-Strike и Dota, наверное, это вещи такие более понятные для даже старшего поколения, то вот Brawl Stars очень понятно для ваших очень подрастающего поколения. Мне кажется, они уже все Но играют. это здорово на самом деле, потому что сейчас и родители как-то лояльнее ко всему этому относятся, и больше заинтересованных участников. И вот, ну, если вдаваться в механику просто игры того же самого Brawl Stars, это относительно небольшие карты, очень красочные, такие разрисованные, много героев, у каждого героя свои способности, и там, получается, набираешь кубки, как бы защищаешь все это, и там катки очень быстрые, динамичные, катки, ну, то есть одна игра. Вот вы говорите, что это очень такая яркая, красочная, хорошая игра, но все-таки в обществе сейчас в связи с темой безопасности детей и прочее очень настороженное отношение к компьютерным играм. Вы как-то отсматриваете, когда подбираете вот эти игры, во что они играют, что они там должны, какую функцию выполнять? Но вообще, на самом деле, когда мы получаем запрос, например, на проведение чего-то, как вот в случае со школьным поколением, либо же сами проводим, то мы, безусловно, на это смотрим, ставим какие-то возрастные ограничения. Также мы вот проводили, если соревнования для ребят еще помладше, там приходили, играли в FIFA, 5-6 классы, то есть у нас
люди, которые приходили с родителями, которые приходили с разрешением от родителей. То есть мы все это проводим на довольно официальном уровне, прекрасно понимаем все риски. Ответственность. Да, конечно, безусловно. Потому что, ну, потом не хотелось бы засветиться как-то в плохом свете. Понятно, господа, два вопроса, которые, но они на поверхности. Во-первых, что за победу будет, если там есть какой-то призовой фонд, вполне возможно, да? Корыстный И, ну, собственно, второй вопрос, до какого числа вы принимаете заявки, если желающие есть? Ну, на первый вопрос отвечу я. Конечно. Призовой фонд нашего турнира составляет 250 тысяч рублей. Это игровые девайсы. За призовые места, за первое, второе, третье мы обязательно раздадим. И если ребята находятся вне Уфы, мы вышлем почтой. Я думала, сейчас скажут поступление в нефтяной университет, профориентационная работа. Я думаю, что вот на этапе там 14 лет им гораздо приятнее получить какую-то Девайс. крутую мышь с логотипом УГНТУ. А об этом они вспомнят в 11 классе. Ну и прием заявок. Прием заявок заканчивается 30 октября в 13:59 по московскому времени. Ух Так, ты. сегодня 27 октября, ну, то 3 есть дня есть еще осталось. время. Еще Так 3 что дня. ребятам надо поторопиться. Да, и мы напомним, что принять участие могут вообще все жители Республики Башкортостан, во-первых. Вообще. ПФО, всего Приволжского федерального округа. Ну и что самое главное, вот этот человек, Антон Сергеевич Глазков, посмотрит, насколько здорово вы управляете мышью. Это, конечно же, в дальнейшем поможет вам здорово справляться с дисциплинами на факультете Ну и куда трубопроводного захотите, транспорта и так далее. И у нас есть группа ВКонтакте, мы ведем освещение в своем Инстаграме, поэтому все необходимые явки, пароли ссылки. там. Да. И помимо того, что они будут, ребята-то играть, у нас имеются профессиональные комментаторы среди киберспортивного клуба. И это все будет в онлайне комментироваться, рассказываться. То есть это прямо трансляция матча. Ну, то есть все на высоком уровне, Всё как это на сейчас делается в абсолютно мире. На высшем уровне. Спасибо огромное. Антон Сергеевич, очень мало времени. Я знаю, что у вас была важная Небольшая причина обратиться просьба. к зрителям. Пожалуйста. Да. Сегодня у моей дочки день рождения, и я не могу не поздравить ее. Очень люблю, Маша. Я тебя поздравляю. Расти, пожалуйста, здоровой, умной. Ну и оставайся такой же красивой, как С днем сейчас есть. рождения. С днем рождения. Да. Я тебя люблю. Маша, и обрати внимание на Dota 2. Спасибо вам большое. Спасибо, хорошего дня и Взаимно. удачно провести. Я думаю, что те, кто победил, мы еще будем встречать в нашей студии. Ну да, сначала они опробуют все эти мыши с логотипами УГНТУ,